Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю цыпочку на такую тему. Кто у вас на пороге? Что это за человек и с чем идет в вашу жизнь? Загадайте, пожалуйста, на себя, и пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть. Буква А. Буква А, флаг. Ну, все как полагается. Смотрите, у кого-то прям так и отыграется. Человека зовут на букву А. Инициалы, да, имя, фамилия, ну, либо даже никнейм на букву А. А у кого-то отыграется, что к вам мчится человек, который будет предлагать вам новое начало. Да? Давай начнем сначала, либо давай по-новому, давай помиримся, давай сойдемся. А еще, смотрите, дом. Видите, вот она крыша, вот они стены, вот оно окно. Дом показан. Девочки, вы у меня все разные, женщины мои дорогие, любимые. Понятно, что у каждой по-своему отыграется все-таки общая отсыпка. Но вот мне идет, что этот человек вам точно знаком, вы его точно знаете. И вот что-то мне подсказывает, что вы либо сознательно, либо подсознательно вы его ждете. Ждете от него действий, проявлений, ждете просто хотя бы какого-то знака, весточки ждете. А тут такое, понимаете, он на подъеме, он отбросил костыль, он выпрямил спину, он мчится к вам, чтобы предложить вам эту букву А. Еще ключ он вам будет предлагать. И ключ не простой, а ключ от его жизни, от его сердца, от его кошелька, от его сейфа, от всего того, что он имеет и что сам из себя представляет. Но тут смело можно сказать, что вы его дождались. Да, вы от него дождались. Да, кто-то из вас уже рукой махнул, но все равно подсознание не может его забыть, выкинуть из головы и надеяться. А кто-то не забыл, кто-то верит, кто-то прям ждет, что мужчина наконец-таки объявит о своем решении, либо что мужчина наконец-таки начнет действовать. И еще, мои хорошие, кто вот в любовных треугольниках находился, либо в семейных треугольниках находился, я вас могу смело поздравить. Тут ваша соперница, она просто отвалится. Не просто отвалится, она как будто бы сквозь землю провалится. Мужчина выбирает вас, мужчина хочет быть с вами, мужчина вам свой дом открывает, вам ключ от своего сердца, от кошелька, от жизни дает. А соперница, вот у меня идет, что проваливается. И больше она вам и не соперница, и, как говорится, все проиграла. Вышла вон, лишилась всего. Опять же, может быть, это какая-то, допустим, не жена пусть будет, а мама. Да? Мама там строгая, ревнивая, которая запрещала мужчине с вами иметь отношения, которая была категорически против вас настроена. Мужчина выбирает вас. Он так и говорит: мама, а не пошла бы ты отдохнуть? Да? Не мешай мне строить мою жизнь, не мешай мне быть счастливым. А у кого-то, да, возможно, соперница, которая будет, сбрита, просто-напросто сбрита. Мужчина так и скажет: я не могу быть с тобой, я тебя не люблю, я люблю ее, я не хочу быть с тобой, я хочу быть с ней. Все, точка. Соперница проиграла и проваливается. А вы дождались, мои хорошие, вы реально дождались. У мужчины, тут не просто решение, тут как перелом в жизни, как резкий поворот в жизни. Вот он осознал, либо наконец-таки ему открылось, кого он по-настоящему любит и с кем он хочет по-настоящему быть. Вот женщина для жизни, для судьбы. Женщина, без которой я не могу, без которой я не живу, я как будто бы существую. Вот он определился, мне идет, да. Либо он освободился и бежит к вам, чтобы вам все это рассказать, чтобы жить с вами одним домом, одной семьей, и чтобы у вас совместная жизнь, новая жизнь началась, да? Буква А. Здорово, что сказать. Встречайте, принимайте.
Мужчина тут такой прям, знаете, одухотворенный, сам на себя не похож, лицо светлое, светится, глаза светятся, улыбка играет, румянец такой у него классный. И вот он и с ключом, и с этим домом, и с этой буквой А буквально врывается в вашу жизнь. Если у вас будут какие-то сомнения по поводу его, такого, знаете, эмоционального порыва, девочки, не сомневайтесь, потому что сомнения все могут испортить. Мужчина может рассудить так: раз она сомневается, значит, она меня не любит, значит, у нее кто-то другой на уме. А мной она типа играет, мной она пользуется. Даже любя вас, он может уйти с вашего пути, потому что он скажет: раз другого любит, я не имею права ей мешать, я не имею права, как-то там нарушать ее любовь, да. Может быть, вы этого и не хотите, да, там, отказывать ему, но все равно сомневаетесь. Может, были какие-то такие в прошлом события, где мужчина, не совсем как-то честно поступал. Но, с другой стороны, он почему-то может просто уйти и больше вас не потревожит, так сказать, да, потому что он скажет: пусть она будет счастлива, а я как-нибудь там уползу, буду зализывать свои сердечные раны. Поэтому лучше с ним не играйте, он шуток не поймет, он не поймет ничего, что, знаете, как вы там проверяете, сомневаетесь. Ему покажется, что вы ему просто отказываете, и вы его не хотите. Сейчас я еще проверю. Да, хитрить с ним нельзя, иначе судьбу свою упустите. Не хитрите с ним. Хитрость не в прямом смысле слова, да, хотя, может, и в прямом смысле у кого-то отыграется. Не надо его проверять, не надо его смущать и не надо играть в какие-то игры. Вот, вы его ждали, он прибежал, все, принимайте, это ваш. Ваши от макушечки до пяточек. Вот, потом уже что-нибудь там, если захотите, проверите, но не сейчас. Буквально сейчас счастье идет в ваши руки, счастье идет в вашу жизнь. Поэтому не стоит отказывать, даже если были какие-то обиды у вас друг с другом. Все равно лучше простить и принять, чем потом жалеть и себя за это ругать, что вы как бы неправильно поступили. Мужчина летит, одухотворенный, счастливый. И скоро будет на вашем пороге с очень классным, заманчивым, головокружительным предложением, от которого нет смысла отказываться, тем более вы ждали. Вы его звезда, вы его звезда, вы женщина его жизни. Вот только с вами видят общий дом, общее счастье. И тут дом вышел, и вот он, да, дом счастливый. Счастливая семья, счастливые отношения. Он хочет все свои мечты с вами реализовать. Вы та единственная, кто ему по жизни нужна. И он это осознал, и он это принял, и он безумно этому рад, что это именно вы. И вот, пожалуйста, счастье возможно. Какие-то костыли отбросил. Возможно, что-то ему мешало, возможно, были какие-то сомнения. Не обязательно в вас. Он мог и сам в себе сомневаться. Там сможет, не сможет, потянет, не потянет. Но он все это отбросил и мчится к вам. Кстати, у кого-то еще, возможно, какое-то жилье снял, да, либо приобрел, может быть, у кого-то побогаче парень, а у кого-то еще отыграется, что он вас куда-то позовет, вот как давай вместе уедем, давай вместе переедем, как-то так еще может быть. Очень много информации, он прям будет вам предлагать, накидывать, рассказывать, там прям фантазировать вместе будете. Но мне очень нравится то, что я вижу. Его любовь к вам ведет. Любовь и судьба зовет, да, потому что если он вас упустит, он знает, что он будет самым несчастным. Если он побоится, он будет самым несчастным. Поэтому мужчина решил пойти ва-банк, несмотря ни на кого, ни на что, даже на маму родную не посмотрит, бежит, летит в вашу сторону, потому что вы его счастье, вы его будущее, вы его жизнь, понимаете, вы его кислород. Поэтому он летит к вам. Но соперница все, видите, уже сбитый летчик, да, она погружается в какую-то темноту, в мрак, может быть, даже как бы в дурные привычки погружается, мало ли там запьет с горя, либо там лекарства начнет принимать, которые немножко успокаивают, да. Вот плохо вашей сопернице будет. В момент, когда вам будет очень хорошо, когда вы почувствуете себя самой счастливой,
ваша соперница почувствует себя самой несчастной. Опять же, это не обязательно, ну, как бывшая, либо просто какая-то женщина. Это больше может и мать отыграться. Мать, которая была против ваших отношений, которая сделала все, чтобы вы не были вместе. Вот. Наперекор судьбы пошла, да, вот прям хотела вас разделить. Ну, теперь все. Поплатится, да, поплатится за то, что она вас разделяла. Кстати, у кого-то еще может отыграться такая тема, вот мне прям идет из потока, что вы, мужчина, друг другу по судьбе, но его жена его у вас украла. То есть когда-то там давно она с ним встретилась, и мужчина, например, не горел к ней огнем, она такая: мужчина классный, надо брать. Возможно, она на него сделала приворот, но либо зная, что он честно благородный человек, там подсуетилась, забеременела и такая: ну типа все, я беременная, женись на мне. То есть без любви он женился, да, она его на себе женила. Она его вынудила, заставила магией, либо, опять же, там, беременностью с ней быть. Она не жертва, а она вор, потому что она не своего мужчину себе взяла. То есть он ей не по судьбе был, а она ему была не по судьбе. Но просто она увидела, что он классный, увидела, что он перспективный, и вот она его охомутала. А по честному, по справедливому, по судьбе вы должны были быть вместе, да, вы должны были друг друга встретить в определенный день, в определенный час, в определенном месте. А она перехватила. То есть здесь нет какой-то вашей вины. И если мужчина был женат, то вы не разлучница, вы просто забираете свое. Разлучница и воровка – это именно вот та жена, которая женила на себе мужчину. Вот как-то так мне идет. И, ну, вы можете, конечно, не поверить, но я вам скажу, что это не редкость. Очень часто такое происходит, когда женщина, ну, разные ведь женщины бывают, да, есть женщины такие себе на уме, ей бы лишь бы там удачно замуж выйти, и неважно, любовь, не любовь, там, что подходим, не подходим, да, лишь бы выйти замуж. А бывают женщины, которые такие немножко эгоистки. То есть она видит, что мужчина хороший, и ей кажется, что она в него влюбилась, и она такая: мне все равно, да, лишь бы был мой. Я в свое время, когда практиковала, ой, если бы вы знали, сколько много приходило девушек, такие вот плачет, говорит: я его люблю, там, приворожите ко мне, пусть он только мой, пусть он там ни с кем не сможет, ни на кого не встанет, и только пусть со мной получается. И когда я им объясняю, что так делать нельзя, что ворожить это плохо, что это не про любовь, это про рабство, и ну, за все есть своя цена. Она говорит: мне все равно, я готова платить, мне все равно, что будет с ним, мне все равно, что будет со мной, вот лишь бы он был со мной, да. А потом проходит время, они же приходят и говорят: а как мне от него избавиться, он же меня не любит, он же в зверя превратился, он же там гуляет, бухает, меня не уважает, об меня ноги вытирает. Понимаете, вот не думают о последствиях, портят жизнь мужчинам и портят жизнь себе, а еще, что самое страшное, детям портят жизнь, да. Это отвратительно, просто отвратительно. И, Боже упаси, кого-нибудь из вас магическим путем привязывать к себе мужчин. Никогда нельзя этого делать, никогда, ни при каких условиях. Нет этому оправдания, понимаете? Это насилие. Насилие, за которое высшие силы очень сильно карают. Прям очень сильно карают. Вот, нельзя этого делать. Ну вот идет информация, что у кого-то именно такой сценарий проигрался, что у вас был украден ваш суженый нечестным путем. Ну, понятно, да, воровство, оно само по себе нечестное. И вот теперь просто все возвращается на круги своя. Вот как-то так, да, показано. Так, еще, это еще не все. У вас на пороге еще женщина с хорошими новостями. Но я так понимаю, что это либо ваша родственница, либо ваша подружка, может, соседка, какая-то знакомая, да, с очень хорошими новостями, она у вас на пороге. То есть у вас прям комбо идет, да, 2 появления, причем очень классных появления за короткий срок. Вот эта женщина, она, ну, буквально, вы знаете, у нее дыхание сбито, она так сильно будет к вам спешить, что ей нужно будет время, чтобы отдышаться, чтобы рассказать вам вот эти свои хорошие новости. А новости действительно очень классные. То ли что-то случилось, то ли что-то произошло, то ли что-то стало возможным.
куда-то доступ открылся. Что-то будет она вам такое рассказывать, от чего вы просияете, от чего у вас улыбка просто вот до ушей ползет. И ручки даже немного будут трястись от волнения. Расскажет, да, она вам расскажет. Подруга у вас классная. Вот узнала и сразу к вам, да, не откладывая в долгий ящик, лично вам будет это все рассказывать. Так, и еще, мои хорошие, ну вот с каким-то человеком вам удастся договориться, не поругаться, но договориться. У кого-то отыграется, что это ваш бывший. То есть, возможно, у вас встреча уже запланирована, либо вот назначен день, когда он должен прийти, зачем-то прийти, либо что-то должен сделать, да, прийти. Либо вы где-то должны встретиться для того, чтобы решить какой-то вопрос. Вам тут совет идет не перегибать палку и как-то по-дружески с ним себя вести. И он откликнется на это. Откликнется, то есть вы можете договориться, не расстаться и потеряться по жизни, а договориться, расстаться, но быть друзьями, да, хотя бы, ну, как родственники, дальние родственники. Это в ваших интересах. Почему? Потому что я вижу, что в вашем будущем будет такое время, когда этот ваш бывший может для вас, ну, действительно что-то грандиозное сделать. Либо ситуация, когда этот бывший только лишь может что-то сделать. Вам желательно сохранить нормальные, адекватные человеческие отношения. И такая возможность у вас вот в ближайшее время выпадет. Либо он к вам придет, либо вы где-то должны встретиться будете, да, вот прям поговорите. Даже если вы на него сильно обижены, найдите в себе силы, переступите через себя и предложите ему, ну, какие-то дружеские отношения, да. Только скажите, мы же не враги, да, давай с тобой просто будем друзьями. Я желаю там тебе всего наилучшего. Ну, придумайте что-нибудь, как-нибудь там его уважьте, да. Вы же знаете, что он любит, на что он падок. Вот, такой вам совет еще идет. Так, мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.